Здравствуйте, меня зовут Людмила Евгеньевна, я преподаватель художественно-графического факультета, и на этом факультете я преподаю предметы декоративно-прикладного искусства. Студенты на этих предметах достаточно, скажем, много работают в технике декоративно-прикладного искусства, изучают различные техники декоративно-прикладного искусства. Конечно, это батик, керамика, волоковаляние и многое другое. Но первые курсы начинают изучение декоративно-прикладного искусства с изучением технологии народных промыслов. Конечно, народные промыслы – это очень важная, так скажем, очень важный предмет, потому что все декоративное искусство лежит, так скажем, на истоках народных промыслов. Народные промыслы в России достаточно широко представлены, потому что наша страна многонациональная, и в ней живут разные народности, у каждого народа есть свои промыслы. Например, у башкир волоковаляние, там, где много деревьев и леса, там, конечно, резьба по дереву. Ну а там, где есть залежи глины хорошей гончарной, там всегда испокон веков занимались гончарным искусством и лепкой из глины. Вот я вам сегодня принесла глину. Она гончарная, она готовая к работе. Она должна быть, так скажем, жирная, то есть не везде глина жирная. Вот там, где есть реки, там есть хорошие залежи. И глина бывает разных пород. Она бывает красная, черная, белая, коричневая, разных оттенков. И ее называют жирной для гончарного искусства, потому что в ней должно быть очень мало песка. И как проверяют, как ремесленники проверяют глину, они берут глину, комочек глины достаточно влажный, скручивают колбаску и сворачивают ее вот таким образом в колечко. Если здесь не появились трещинки, значит, эта глина подходит для лепки. И, конечно же, всегда занимались и дети, и женщины, и мужчины гончарным искусством. Вот, например, если делалась посуда, мужчины занимались посудой, то женщины и дети делали игрушки. Вот я принесла несколько игрушек, работ студентов, где вот эта дымковская игрушка торжок, есть игрушки, которые называются свистульки, потому что, конечно, вот послушайте, вот, и они каждый свистят по-разному. Это другая немножко свистулька, ее по-другому украсили. Конечно же, этот богатый, хороший материал, он природный материал, и с ним приятно работать. Ну и, конечно же, он считается экологически чистым. В старину им даже лечились, обкладывали больные суставы. Если болел зуб, кусочек глины клали под щеку, чтобы к больному зубу, чтобы снять воспаление. И он и пахнет приятно, и, конечно же, он не портится. И если мы будем смотреть археологические раскопки, там металл ржавеет, дерево гниет, но обожженный кувшин мы можем найти неиспорченный. Он не боится ни воды, ни огня, ни ветра. И можно заметить, что все изделия, сделанные руками, они украшены. То есть человек с самых древних времен не позволял себе пользоваться неукрашенным изделием.
Например, если делалась чаша, то она обязательно вокруг украшалась каким-то узором. Это считалось, в общем-то, магическим. Тем самым мастер заговаривал посуду. И из этой посуды можно было есть, потому что туда не проникнет злой дух. И магические свойства вообще глиняным изделиям всегда использовались. Например, был праздник, Свистопляски назывался он на Руси. Это праздник весной, и от самого названия свистопляски, конечно же, свистели в свистульки. И эти свистульки тем самым свистом они отгоняли злых духов. И матушке Земле подсказывали, что весна пришла, вот птицы поют. То есть вот когда они свистели в эти свистульки, птицы поют, пора просыпаться, потому что надо сеять землю, хлеб засеивать, урожай, чтобы был хорошим. И издавна, начиная с дымковской игрушки глиняной, первая игрушка – это просто глиняный шар, расписан круглыми узорчиками такими, то есть как символами солнца. Эти шары катались по земле, напоминая или как бы оплодотворяя землю, чтобы урожай хороший был. И любая игрушка, она магически защищала дом от злого, от болезней. Например, эти игрушки, сделанные из глины, цветные, разукрашенные, ставили между рамами на зиму, между рамами. И когда смотришь в окно, видно, что игрушки стоят между рамами красивыми. Тем самым, так скажем, люди защищались от злого, от сглаза. Идет человек злой, взглянул в окошко, и его злой взгляд не проникнет в окно, потому что он посмотрит на игрушки. А окно, название окно, око, глаза дома. То есть он взглянул в глаза дома и увидел игрушки. И игрушки забрали все злое, что так хотел, например, этот человек. И также дома наряжали, мылись тарелки, ставились, так скажем, в стопку, и сверху ставился индюк или птица, тем самым защищая от болезней, так скажем, посуду или в данном случае тарелки, чашки какие-то. В общем, конечно же, мы можем познакомиться с этим видом искусства. Это бесконечно можно говорить о нем. Но сегодня с вами я хотела познакомить вас с технологией изготовления самой популярной игрушки, дымковской игрушки. Дымковская игрушка – это как символ России, в общем-то, знают Россию как матрешки, так и дымковские игрушки, как очень популярное и, так скажем, одно из развитых ремесел в России. Сегодня мы попробуем слепить коня. В дымковской игрушке очень много различных образов. Вот здесь я показала, конь очень важный. Его делали в композиции, например. Делали различные просто кони, они расписаны кружочками, конь в яблочке. Тем самым показывая, что конь счастливый, он принесет удачу, счастье. И всегда, так скажем, конь символизировал богатство на Руси. Мы возьмем за основу такую светло-рыжую глину, потому что дымковская игрушка, она лепилась из красной такой глины. После того, как игрушка была слеплена, ее где-то в течение нескольких дней сушили сначала в тени, потом на солнце. После того, как игрушка высохнет, ее обжигали в печи. Печь должна была быть очень горячей, то есть это 850 градусов, а русская печь давала такую температуру. И сейчас, конечно, есть муфельные печи, с помощью которых обжигаются эти игрушки. После того, когда игрушка обожжется, ее покрывали белым. На Руси издавна это снятое молоко, разведенное на яйце.
иногда добавляли прокисший квас. Вот таким составом покрывали или белили игрушку. Вот она побеленная стоит. Ну, современные материалы позволяют и темперу взять, и акриловыми красками покрывают, и даже гуашевыми красками, если туда добавить яйцо куриное, размешать на курином яйце, тоже получается очень хороший грунт для покрытия игрушки. Ну вот я сразу говорю и начинаю лепить. Значит, если у меня определенное количество глины, я разделю примерно на 3 части, чтобы у меня как бы вот хватило. Это будет туловище. Лепить всегда надо чистыми руками. Конечно, вот чтобы они были чистыми, глину хорошенько промешивают. Вот смотрите, чем больше я мешу, как тесто, тем, ну так скажем, чище у меня становятся руки. Вот. И глина, конечно же, промешанная. Вот она должна такая быть мягкая, но и не жидкая. Вот она не должна оставлять следов. Вот этот кусочек готов. Немножечко даже уже готовая глина, ее немножко подмешивают. И здесь тоже чуть-чуть подмешиваю, чтобы она стала не липкой. Ну и сразу, вот это будет туловище, это будет ноги, это будет голова. И детали, налипы у глины, у игрушки. Это грива, хвостик, ушки и так далее. Значит, хорошенько, любая игрушка, у каждой глиняной игрушки своя технология. Вот у лепки, ну, так скажем, дымковской игрушки, она лепится из отдельных деталей. Есть еще одна очень популярная игрушка, филимоновская игрушка, а она лепится из цельного куска, вытягивается. А дымковская лепится из цельного куска, из отдельных кусочков. Вот я сделала такое бревнышко, достаточно плотненькое. У меня будет достаточно большой конь, вот где-то такой. Вот видите, это будет туловище. Затем я кусочек беру, вот примерно такой же, делю пополам, еще раз делю пополам и еще раз делю пополам. И смотрю, чтобы одинаково. Это будут ноги у коня. Смотрю, вот эти два кусочка немножко поменьше. Вот я их добавила. Из каждого кусочка я слепила шарик. Это традиционная технология дымковской игрушки. Шарик, ну так скажем, делает глину однородной, чтобы там пустот не было, потому что предстоит обжигать это изделие в печи, а печь разорвет, ну так скажем, ту часть, если там будет пустота. Поэтому, скатывая шарик, я убираю все пустоты в глине. Вот у меня 4 одинаковых шарика. Из них я буду лепить, так скажем, ноги. Вот сейчас я все детали заготовлю. Следующий шарик, это будет шея и голова. Вот я сделала шарик, вот он. Это шея и голова. Ну, а вот это вот останется на украшение. Дымковская игрушка очень богата украшением. Вот видите, вот эта игрушка уже обожженная, она стала гораздо светлее после обжига. Ну и хвостик волной, и грива волной. Следующий момент. Значит, я этот шарик начинаю скатывать, ставлю руки, ладошки вот таким домиком и начинаю раскатывать конус. Поправляю, получился конус. Следующий беру, скатываю шарик, раскатываю и получаю еще один конус. И также скатываю и получаю конус. Скатываю, получаю конус. Вот смотрю, вот чтобы они были одинаковые, ровненькие. И еще один конус скатываю, поправляю здесь, чтобы мордочка была красивой у коня.
Вот. И смотрю, чтобы основание вот этого конуса большого должно быть достаточно широким, чтобы хорошо, ну так скажем, можно было примазать его к основанию. Вот. То есть вот основные детали готовы. Следующий момент, мне понадобится так называемый шликер, то есть жидкая глина. То есть я вот здесь вот развела глину более жидко. То есть она является как бы клеем, чтобы хорошенько приклеилась одна форма к другой. Я развела глину достаточно. Вот она более жидкая. И начинаю каждый конус превращать. Вот я делаю пальчиками вот такое движение, чтобы вот этой формой можно было, вот, видите, мне гораздо легче будет присоединить одну форму к другой, потому что а вот это вот, ну, видите, здесь он не присоединится, поэтому, чтобы присоединить, я каждую форму вот таким образом расплющу. Ну и чтобы очень, так скажем, лучше она приклеилась, вот, стараюсь поправлять. То есть я вот делаю все заготовки. На Руси глиняной игрушкой чаще всего занимались вот женщины. Если мужчины делали посуду, гончарные какие-то изделия, готовились к весенней ярмарке, вот, то женщины и дети делали игрушки из остатков глины, и эти изделия продавались навесной на ярмарках, имели большую популярность. Если не продавались, то менялись на что-то. Я вот тебе гончарные изделия, а кто-то плел корзины, возьму за это корзины. То есть, конечно, обменивались, и очень важно в каждом селе развивать какое-то ремесло. Вот это подойдет. Сейчас, смотрите, чтобы легче было, ну, так скажем, примазать, я беру тоненькую палочку и делаю сеточку. То есть я как бы взрыхлила глину и сюда добавила немножко клея, то есть шликер. Вот она. Вот. И также здесь, чтобы легче, например, я на форме сделала, ну, вот такие вот движения, и вот такие примазываю очень плотненько, чтобы между слоями глины не было пустоты. И вот таким образом, поворачивая, примазываю. Руки должны быть сухими и не мокрыми, потому что мокрые руки будут скользить и не дадут возможность, ну, хорошенько прикрепить каждую деталь, примазать. Поэтому руки сухие. Иногда, вот, например, если что-то, так скажем, сейчас вот возьму влажную салфетку, если мне там лишнее мешаются, я просто немножечко убираю. Руки скользкие стали, поэтому я чуть-чуть сухой салфеткой вытираю. Сразу вот опять руки чистые, и я могу продолжить работу. Следующую беру, также наношу сетку, затем я наношу шликер. И так многие изделия, которые, это не только игрушки, но и любое керамическое изделие делается точно так же, работают шликером. Вот. И креплю вторую ногу и также примазываю. Так, чтобы доступно было везде. Я со всех сторон смотрю и очень, ну, держу в руках. Держу в руках, со всех сторон просматриваю, чтобы они были ровные, чтобы не было хромого коня. Я его промазываю и смотрю. Ровненько форма легла. Чтобы конус был красивый,
чтобы ноги стройные у коня были. Примазала. Вот, ну, какие-то особенности движения я после того сделаю это движение, после того придам ему форму, после того, как примажу все остальное. То есть, вот я держу, пока не ставлю, чтобы не деформировалась форма. Иду дальше. Значит, следующее опять я нанесла сеточку, нанесла шликер. И смотрю, куда примазать. Вот я его примажу сюда, чтобы потом добавить грудку коню, чтобы гордый конь был. Вот я его примажу. Даже чуть-чуть движение вот такое делаю, чтобы плотненько села глина. Она живая, послушная, приятная на ощупь. Пока холодная, но зато она побывает в печи, где до 1000 градусов. И она станет, ну, так скажем, крепким, ну, кирпичом, терракота. Она не будет бояться воды, станет крепкая. Вот. И опять так же не забыть помазать шликером. Ну, вот здесь тоже можно. Ну, глина пока влажная. Вот. И смотрю, чтобы и таким же образом, вот так сильно-сильно прижму. Вот, и начинаю вот этот вот колокольчик, что я сделала, начинаю размазывать. Вот. Начинаю размазывать и стараюсь уже, чтобы не ямочек. Ну, вот здесь у меня еще есть губка, которую, ну, я пальчики смазываю, смачиваю, чтобы размазать, и след был очень гладкий, красивый. Вот теперь я могу поставить и посмотреть со всех сторон, чтобы хромого коня не было, мы его там выравниваем, все его ножки. Ну, со всех сторон смотрю, чтобы и здесь было красиво. Вот видите, чтобы, так скажем, конь был стройный, чтобы смотрела. Здесь закругляю. Пока глина мягкая, конечно, от веса немножко здесь сплющивается. Но начинаем сушить, когда мы можем чуть-чуть вот так держать, и уже сейчас, уже на воздухе начинается глина схватываться, и начинает она быть, ну, более твердой, и она быстро начинает сохнуть. Для того, чтобы высохла глина, ну, вот для такой игрушки нужна неделя, чтобы вот неделю эта игрушка сохла. И вот сейчас у нас предстоит шея. Также мы делаем насечки делаем, смазываем шликером. Вот. И смотрим, где вот это здесь будет голова. Видите, из отдельных. И мы ее начинаем приглаживать. Вот со всех сторон. Вот такая длинношея. Такой длинношея конь. Хочется немножко грудку добавить. Вот видите, вот поэтому у нас существует кусочек глины для запаса. Хочется, чтобы грудка была более рельефная. Поэтому я сюда чуть-чуть вот лепешечку сделала и добавила чуть-чуть глины. Это в процессе работы вот, чтобы конь был гордый,
чтобы грудь у него сильная была. Вот я чуть-чуть добавила. Вот. Чтобы нигде заломов или ямок случайных не образовалось. Вот. Ну и вот посмотрите, вот так сгибая этот хвостик, у меня получается голова. Вот она. И здесь я могу его уже теперь поставлю его. Немножко почищу руки, потому что начинает налипать глина. И могу стоя немножечко погладить. Если, например, это, то я могу вот влажной салфеткой, или губкой, или салфеткой, тряпочкой можно чуть-чуть загладить. Смотрю. Иногда, вот чтобы ножки не прогибались, пока он сохнет, я могу положить вот таким образом, чтобы не прогнулись ноги. Пока он немножко схватится, чтобы потверже была глина. Вот эта глина достаточно мягкая. Я сейчас еще раз ее помну, чтобы никаких там неровностей или, не дай бог, там каких-нибудь кусочков, камушки какие-то не попались, чтобы глина была такая чистая. Вот теперь я приготовлю, ну, так скажем, гриву. Вот она. Ее раскатываю, ну, на дощечке, ровненько раскатаем. И начинаю, ну, так скажем, делать более плоскую. Вот это бревнышко начинаю пальчиками делать плоскость для гривы. Таким образом, руки чистые, чтобы ровная была и толщина одинаковая. Вот. И начинаю загибать, делать гриву. Загибаю один и между пальчиками начинаю загибать сюда, сюда, сюда. Вот такую гармошку начинаю делать. Такой веер. Вот она. Если глина, ну, хорошего качества и нужной густоты, она терпит вот эти изгибы. Вот. Чуть-чуть можно увлажнить, чтобы маленькие трещинки ушли, загладить их. Опять чуть-чуть, чтобы загладить маленькие трещинки. Получился изгиб. Вот пока он немножечко сохнет, я сделаю такую же гармошку для хвостика. Там немножко поменьше беру глину. Также ее сначала скатаю бревнышко, потом разомну, сделаю плоским. Могу сразу чуть-чуть смочить, чтобы микротрещин не было. И также начинаю в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону, в эту. И сделается. Он будет покороче, я могу его сделать таким веером. Ну и сразу также могу микротрещинки убрать, если они появляются. Прежде чем закрепить и приклеить гриву и хвостик, еще раз проглажу чистыми пальчиками. Влажными пальчиками мы загладим все трещинки, все неровности. Все неровности, все трещинки. Ну и теперь таким же образом я прикрепляю гриву. Делаю отсечки, вкладываю шликер и вот таким образом закрепляю гриву. Вот она, видите? Ну и начинаю вот здесь вот, вот здесь промазывать, чтобы легче было и хорошенько сохло, потому что любая трещинка при высыхании, она увеличивается, и грива может
после высыхания, ну, так скажем, ну, отклеится. Поэтому лучше всего примазать гриву вот таким образом. Вот она. Вот. Ну и также хвостик. Достаточно влажно, поэтому я даже шликер вот, и придерживая примажу хвостик. Глиняная игрушка вообще богата налипами. Например, в дымковской игрушке. И это различные гармошки, различные вот веера, одежда украшалась. То есть достаточно много налипов. Вот видите, какой задорный начинает. Но нужны еще ушки. Традиционно, конечно же, вылепливают еще и ушки. Вот. И беру 2 небольших кусочка одинаковых. Это может быть, вот сравню, чтобы не очень большие были. Они тоже так же, как любая другая форма, это конусы. Сначала шарик скатываем, шарик превращаем в конус. Вот. Здесь царапаем глину и с этой стороны крепим. Также здесь шарик превращаем в конус. Конус немножко процарапываем, чтобы легче было крепить. И с этой стороны также крепим этот конус. Они маленькие, очень хорошо приклеиваются. Если глина влажная, вот как у меня, достаточно влажная, можно вот маленькие детали просто приклеить, процарапав. А если суховата глина, то, конечно, используют шликер. Вот такой конь большой получился. Вот, конечно же, нужно подождать немножко, чтобы глина стала менее податливой, и она немножко подсохла. И тогда можно будет еще, так скажем, отшлифовать, разгладить. Например, берется губка, и вот таким образом, вот видите, вот она разглаживает все неровности губка. Вот мочим и разглаживаем все неровности. Вот. Немножко подсохнет, можно еще. Вот я сейчас переворачиваю. И вот если где-то неровность, где-то смачиваю, эту неровность сглаживаю. Вот. И, ну и коня, конечно, прежде чем его обжечь, надо высушить. И какое-то время можно лежа посушить его, чтобы ножки не стали короткими. Потом перевернуть с другой стороны, а потом поставить. Конечно, игрушка требует внимания. Не только вот сделал. Надо правильно высушить, чтобы не на солнышке, иначе трещины пойдут. Вот. Нужно, чтобы, так скажем, ветра не было. В избе специально полки были, куда выставлялись игрушки для того, чтобы они высохли. Но после того, как они высохнут, вот я говорила, их надо обжигать. Сейчас в современных печах, это муфельные печи, которые дают высокую температуру. Ну, а 850 градусов достаточно порой для глины, чтобы она обожглась и не боялась влаги. Покрывают белым цветом и разукрашивают анилиновыми красителями, ну, сейчас и гуашевыми красками, разведенным на молоке, и другими различными красками можно разукрасить это изделие. Вот мы сегодня с вами познакомились вот
одной из самых простых форм в игрушках – это конь. Но этот конь, вот эта технология, она может быть разной. Например, из коня, вместо коня можно сделать корову, козу, барана. Только детали меняются, а последовательность изготовления остается такая же. То есть делаются отдельные детали, крепятся, а потом украшаются. Если баран, то вместо гривы рога делаются и так далее. Вот спасибо вам за внимание. Я очень рада познакомить вас с этой игрушкой, с технологией изготовления глиняной народной игрушкой. И желаю творческих успехов. Спасибо.